Ну, как бы, в общем, начинаю, в общем, цикл таких видеозаписей по видеонаблюдению конкретно уже начинаю профессиональную свою деятельность на канале. И возможно, что скоро будет канал как бы отдельный у меня. Я буду, наверное, отделять все-таки свою личную жизнь от работы, получается. И конкретно на этом канале у меня будут видео чисто по монтажам видеонаблюдения, какое оборудование лучше подобрать, какие ошибки, то есть у монтажников. Так как у меня уже опыта получается по видеонаблюдению где-то уже 6-й год пошел, и особо я как бы не делился опытом. Ну вот пару видосов там запилил, да, когда я у себя в частном доме устанавливал систему Navicam. Я вам все показывал, как я это устанавливаю, как я развожу питание. Ну, кабель я не стал там сильно заморачиваться, показывать. Ну, что такого там, в принципе, ничего особенного нету в частном доме, кинуть там кабель до камер. Ну, конечно, свои нюансы надо показывать, там, как его в гофру защищать, в общем-то, где какие кабель канала, какой кабель. Вот это вот я буду все как бы в будущем рассказывать. Модели кабелей, какой лучше использовать и когда, в каких условиях, на какие расстояния, как бы так. Ну, по физике как бы я ничего не считаю, по формулам, по всяким, я не рассчитываю, куда какой кабель как бы применять. Но у меня есть просто личный опыт. И как бы буду показывать вот таким образом. Просто вот есть у нас расстояние, скажем, 100 метров. Какими путями можно организовать на 100 метров видеонаблюдение? Ну, скажем, примерно вот в таком вот как-то формате. Кстати, купил я себе для вас лично микрофон. Лично, ну как лично для вас? Ну, для себя, конечно, купил, но как бы, чтобы видео было, видео-то я же для людей пилю, поэтому как бы, чтобы видео было качественное, я вот взял для вас такой микрофончик. Теперь звук будет получше. Вот, ну как бы стараюсь, цените за это как бы такие дела. Ну, в общем-то, какие сегодня у меня вопросы получаются, такие основные, наверное, да? Какие системы я использую при монтажах, какие как себя показали, в каких условиях. Монтирую я в Якутии, поэтому живу я как бы в городе Якутске, поэтому монтировать приходится в Якутии. И, соответственно, морозы у нас очень большие, то есть получается 50 градусов и свыше полтинника. Как живет данное оборудование у нас в Якутске, выходили ли камеры из строя, все это я расскажу. Вот. Ну, начнем. Какие системы я использую. Я давно как бы начинал я с RVI, и как бы сейчас продолжаю я устанавливать эту линейку. Ставил я различные системы. Это были, то есть, и даже Hikvision один раз устанавливал. Но Hikvision он очень дорогой, как бы дорогостоящее оборудование. А в Якутске у нас тем более все дорогое. То есть получается, это, скажем, комплект Хика там стоит, допустим, где-то в России 30-ку. Здесь он, соответственно, у нас в Якутске уже ближе к 60 тысячам. В 2 раза комплект как бы дороже. Но это я имею в виду такие более-менее нормальные модели, там, ну, такие среднячки. RVI дешевое оборудование само по себе. Это как бы, оно бюджетненькое такое. Ну и работает оно довольно-таки неплохо. Конечно, не без косяков. Косяки у него свои, то есть присутствуют. Особенно это система охлаждения мне у него не очень нравится на самом-то деле. Все платы, то есть вообще до такого простенькие. Вот маленькая платка, там размер у нее внутри получается регистратора 10 там на 7 сантиметров. Ну маленькие совсем платы, и получается, соответственно, они не стали заморачиваться на охлаждении. Какой-то кулер там. На больших моделях, помню, там 16-портовый, там есть кулерок. Но он такой маленький. То есть в пыльном месте все это как бы запыляется, кулер может выйти из строя, и, соответственно, регистратор, который стоит там немало, допустим, 1015, допустим, 13, да, ну айпишный, даже сейчас они уже дороже стали.
до 18 тысяч доходит. То есть это 8 каналки, 16 каналки. Вот. Ну, по ценам я потом покажу как бы на сайтах. Примерно ориентир по ценам. Сколько регистраторы стоят, сколько камеры, уличные, внутренние, как бы так. Вот. Ну, ладно, не суть. В общем, про косяки RVI мы рассказываем, поэтому как бы охлаждение мне не очень, у него нравится. Много регистраторов уходит из строя чисто по причине охлаждения. То есть чип начинает нагреваться и отслаивается от платки контакты. Все, выходит из строя. Были случаи, когда, конечно, выходили из строя прошивки. Прошивки тоже частенько так бывает. Ну, на некоторых моделях вот у меня было это, по-моему, не соврать, 4-портовые были. Еще мне не нравится у них то, что у них выходит очень часто линейка меняется, то есть оборудование обновляется. И, кстати, вот этот косяк, он относится абсолютно ко всем моделям регистраторов. Вот почему нельзя сделать, вот я к производителям обращаюсь конкретно, почему нельзя сделать как iPhone? Вот у него операционка одна, а скажем там оборудование у него постоянно обновляется. Вот 5-е поколение айфона. И взять, допустим, там до 10-го, да? Но ведь прошивка, ось-то одна, абсолютно. То есть, ну, маленькое обновления какие-то есть, там дровишки там обновились, допустим, да. Ну, в принципе-то, мне кажется, на 10-й iPhone можно запилить какую-нибудь старую ось, и он будет работать. А вот на регистраторах такое не канает. То есть, выходит там, допустим, LA там 4, да? Модель у нас какая там, ну, регистратора, вот, допустим, по регистраторам взять RVI-шным. Так. Вот, допустим, аналоговое видеонаблюдение возьмем. Ну, даже, допустим, взять там RVI HDR 04 LA модель, допустим, да? Она у него получается, как выходит 3-4, допустим, обновления, прошивки на одно вот это оборудование, на эту плату. Все, потом начинается замена платы, то есть они обновляют оборудование, плату. Все, прошивка уже не подходит. Я, допустим, хочу прошить какой-нибудь старый регистратор. Вот у меня стоит уже, работает года 3 назад, допустим, да, уже поставил я его. А ПО новое вышло. Я хочу его обновить, а у меня это не получится, потому что они уже под новое оборудование выкатили прошивки последние. Соответственно, много там плюшек, фишек уже не будет работать на том старом регистраторе. Вот что я хочу сказать. А вот это очень плохо. Можно было бы сделать так, что вот регистратор старенький, а прошивку на него новую накатил, и у него открылись какие-то функции. Или делали бы хотя бы свои регистраторы с каким-то запасом. То есть, да, вот, ну, допустим, на будущее уже смотрели. Но они вот как бы специально это делают, чтобы вот постоянно покупали это оборудование. Но это как бы на самом деле чисто маркетинговый такой ход. Я не хочу покупать это оборудование каждые 3 года. Но почему нельзя сделать регистратор на 10 лет хотя бы, да, допустим? Ну ладно, хрен с ним, не на 10, но на 5 лет. Можно же сделать, допустим, чтобы его как бы не, ну, можно было обновлять, и новые функции у него открывались. Вот. Это вот такой косяк, скажем, RVI даже. Ну вот на Викамовские тоже я вот использую оборудование на Викам. Мне оно тоже очень нравится. Ну, кстати, по качеству довольно-таки вообще неплохое. Случаев по новикам, что у меня что-то где-то вылетел регистратор или видеокамера, вообще. Ну нету. Хотя, чего я не могу сказать про RVI. У RVI были случаи у меня, что регистраторы выходили из строя. И, кстати, не так уж как бы они долго и отработали, ну года 3, допустим, все. У меня были такие случаи, что регистратор выходил из строя. Вот. Что еще можно сказать? Ставил я ST. ST довольно-таки мне тоже как бы понравилось, в принципе. Оно очень дешевое оборудование. Такое.
В принципе, интерфейс у него удобненький. По сравнению с Navicam, там заблудиться негде. А вот у Navicam мне не нравится их интерфейс. Интерфейс очень сложный, как бы интуитивно, непонятный. То есть, если человек с ним никогда не работал, он начинает блудиться в нем. Потому что там у него, допустим, есть главное меню, настройки там, надо ходить, короче, где-то там, чтобы посмотреть жесткий диск, в каком статусе, там надо, его найти где-то там в главном меню. А у Рвайки у него все проще. Вот у него правой кнопкой нажал, главное меню, все, вот тебе. Это самое, жесткие диски, система там, все полностью, все, воспроизведение, все рядышком у него. Как бы так. И довольно-таки дружелюбный как бы интерфейс. Он и симпатичненький такой. Вот. Вот что мне не... Ну, это чисто мое мнение. Может, кому-то нравится навикамовский как бы интерфейс. По мне так он показался сложновато для пользователя, для простого как. Что еще? По системам облачным, допустим, удобнее тоже намного RWI. Мне больше нравится найти просто его, забить серийный номер. И как бы в облаке его спокойно находит. Даже вот взять вот приложуху, допустим, как она называется у нас. Сейчас посмотрим. IDMS, по-моему, называется. Вот их приложение. Сейчас. Просто заходишь в P2P, вводишь серийный номер, все. Он предлагает ввести пароль от регистратора конкретно, от учетки админской. И все, запускает тебя без проблем. Но, в Navicam же надо зарегистрироваться сначала в их, получается, облаке. Потом зайти под этим аккаунтом, потом добавить устройство только и как бы... Ну, для простого пользователя это реально сложно. Как бы не все это смогут. Тем более, что не всегда бывает, что сервис нормально отрабатывает регистрацию учетной записи. Все эти как бы проблемосы есть. Так, что еще? По настройкам, в принципе, их все настраивать с завода не очень-то и сложно. Как бы. Время настроил, расписание, когда он тебе будет записывать, все, проблем нету. У всех как бы такая вот. Мастер настройки у всех довольно-таки легкий. Что еще можно сказать? Ну, вот, это чисто по системам пробежались, какие я использую. Это у нас Navicam и RWI. Иногда ST приходится устанавливать, но это уже если у меня клиент покупает сам. Конечно, топовое вот оборудование это Hiki. Даже HiWatch, это их дочерняя фирма, она очень качественная, конечно. Но по деньгам дорого. Не каждый его сможет поставить. Но если бы мне каждый клиент как бы заказывал у меня такое оборудование, я бы с удовольствием бы ставил его. Как бы так. С Dahua мне как бы не приходилось сталкиваться особо. Dahua как-то у нас в городе оно, не знаю. У меня нету такого поставщика нормального, который как бы мне и скидки предлагал и все остальное удобного. А так по Dahua я бы поработал тоже. У них довольно-таки мне нравятся корпуса. Очень интересно они делают свои корпуса. Форм-фактор самих видеокамер очень интересный. Не топорный абсолютно. То есть симпатичные камеры. Смотрится довольно-таки серьезно. Вот. Но Dahua они на кого-то смотрели конкретно, на производителя такого серьезного, видать, и копировали свой дизайн. То есть, ну, дизайн скопировали видеокамер. Вот. Что еще можно рассказать? Так. Какие у нас еще... Ну, вот. Какие лучше использовать в частном доме? Ну, в частном доме вот я спокойно как бы использую 2 мегапикселя. Больше не надо. 3 мегапикселя это слишком круто уже получается. Это надо на торговые точки, на торговые базы его устанавливать куда-нибудь туда. В офисах лучше устанавливать IP-видеонаблюдение, конечно. И картинка хорошая, и как бы качественное оборудование это, конечно. И в каждом офисе есть локальная сеть обязательно.
А если нету, то ее, говорят, надо устанавливать. И поэтому смежно можно установить сразу в IP видеонаблюдение. То есть два зайца сразу убить. То есть не надо там коммутацию, провода тянуть. Если есть локалка, все. Камеру воткнул в розетку сетевую, она будет уже работать. Вот. Что еще можно сказать по видеокамерам? Так, где какой еще использовать? Ну вот, говорю, в частном доме лучше использовать 2 мегапикселя. Я себе поставил, номера спокойно за 10 метров видно. То есть у меня дорога рядом, все как бы, все хорошо. Так вот. Что сказать можно по... Так, по ценам. Ну, по ценам, наверное, на первом месте по дешевизне идет у нас, ну, наверное, Навикам. Навикам он как бы подешевле, у него видеокамеры. Ну, там смотря тоже какие. Эрвайка, она на втором месте, конечно. У них камеры довольно-таки, особенно IP сегмент, он у них уже дорогой. У Навикама намного подешевле IP сегмент. Вот. СТшки тоже дешевые. Но у них как-то у нас в городе, вот, допустим, кто продает? Инфосистемы. Вот. Но оборудование они продают, я бы не сказал, что новое. Это оборудование годичной давности минимум. А там у них и хлама валяется в этом магазине, куча всякого разного. То есть есть старые видеокамеры, и они, видать, их не успевают сбыть, что ли. И они у них зависают так, потом... Сейчас они на них цены еще такие, хреначат. Тут старые видеокамеры, да? Кому бы они нужны? Регистраторы. Они на них цены, блин, конские ставят. Их уже бесплатно пора отдавать, они как бы ценники задирают. Вот что по инфосистемам мне не нравится. Ой, инфосистема, говорю, инфотехсервис, то есть. Вот, инфосистема. С наблюдателем как бы я не работал. Вот я работаю с магазином «Крепость». Дима, вот он возит довольно-таки всегда у него освеженный, то есть это, как сказать-то, блин. Всегда у него, то есть, свежее оборудование, он всегда старается следить за этим, то есть новые камеры какие-то, на выставки постоянно ездит, где-то что-то новенькое он привозит, вот это вот мне в нем нравится. Да, магазинчик не ахти там, как бы, тем более вот там беда у них случилась, там магазин сгорел, вот сейчас вот получается работает, ну, работает с тем, что есть помещение, я имею в виду. Но это не суть. Суть в том, что у него хорошее оборудование и довольно-таки у него как бы можно всегда камеру поменять. То есть приезжаешь без вопросов, он молодец в этом плане, он меняет постоянно камеру, то есть что-то сломалось, он все поменяет, все как бы без проблем. У вас с клиентом, то есть проблем никаких не будет. Вот. Что еще получается? Ну, по камерам, что лучше там устанавливать IP, скажете HD или этот аналоговое, допустим, TVI оборудование, да? Конечно, лучше ставить IP в плане того, что, я еще раз говорю, если у вас фирма какая-то, если фирма, торговая база, офис, а если вы обычный человек, то есть вам надо дом охранять, или там гараж какой-нибудь, то, конечно, лучше использовать либо TVI, либо обычное аналоговое HD оборудование. Это и подешевле как бы. По картинке там не сказать, что разбег большой. Вот взять камеру там, ну, конечно, 2 мегапикселя IP и взять 2 мегапикселя HD совсем разница разная. То есть IP есть IP, оно все равно как бы картинку, и у него есть и сглаживание, получается, и где-то там, как это называется, так, фотокоррекция там присутствует, конечно, там. IP-камеры умные, они уже сами, получается, думают, какую картинку, где обработать ее, сделать, как бы, и регистратор дальше тоже свое дело делает. Вот.
Что еще можно на сегодня рассказать? Давайте пробежимся маленечко по ценовой политике, как бы, да, на сайтах РВА, вот получается полазим, и на сайте Navicam, и посмотрим примерно сколько стоит. Тут, допустим, хотите вы поставить 4 видеокамеры, скажем, там дома у себя, на участке, одну на участок, одну в гараж, одну куда-нибудь на улицу. Ну, то есть охранять двор, да, улицу. Ну вот и посмотрим. Возьмем 4-портовый видеорегистратор, получается, и какие-нибудь, скажем, одну внутреннюю камеру и 3 уличные камеры, да? И посмотрим, сколько у нас все это встанет. Комплект, я имею в виду. Вот. Вот, заходим аналоговое видеонаблюдение. Заходим HD видеорегистратор. Ищем у нас 4-портовый видеорегистратор какой-нибудь. Ну, вот, скажем, 4 канала выбираем. Показать. Ой. Вот. Выбираем, значит, видеорегистратор 4-портовый и смотрим, сколько у нас будет все это как бы стоить. Вот. HDR 04 LAM стоит 5,5. Вот. 5500 пишем. Регистратор. Ищем для него видеокамеры. Также заходим показать главное меню. HD видеокамеры наблюдения. Вот. Так, что у нас тут есть? О, что-то тут рвайка. Все свои видеокамеры с витрины убрали. Ну вот, для дома пойдет 421 вполне. Внутренняя. Но это дорого слишком, мне кажется. Простой человек, он берет что-нибудь в пределах 3000. Вот так вот. Ну вот 421 3,6. 3,6. Стоит она 2750. 2750. Ну, камера такая, в принципе, нормальная. Характеристики у нее. Дальность обнаружения 44. Получается. Фокусное расстояние 3,6. Подсветка до 20 метров у нее бьет, получается. Корпус IP67. То есть защищенный. Работает в диапазоне от минус 40 до 60. Ну, для Якутии подойдет вполне. Работать будет. Тем более я их устанавливал, как бы. Работают они нормально. Ну вот. 3 камеры по 2750. Это у нас уже получается... Что такое? 2750 умножить на 3. 8250, да? 8250 у нас 3 камеры. И одну нам надо внутреннюю, правильно ведь я сказал? Ну, внутренняя вот пойдет 2,8, скажем, за 1400. Нормальная камера. Это у нас моделька 311B, 2,8 объектив. Так, ну и все. Нам еще нужен блок питания обязательно. Какой-нибудь простенький. Ну, блок питания, скажем. Так, каталог. Не знаю, у Рвайки есть, нет. По-моему, у них нету ничего такого. Дополнительное оборудование может быть. Нет, походу питания. А вот источник питания для камер видеонаблюдения. Ну, я так скажу. Если простой ставить блок, он стоит где-то 1000. 1000 с копейками.
1100, 1200, вот так нормальный блок можно взять спокойно. Заложим сюда блок питания. Что нам еще нужно? BNC разъемы по 25 рублей, допустим, да? Это у нас надо их, сколько у нас? 4 камеры, это 8 BNC разъемов. Так, 8 умножаем на 25, равняется 33 рубля. $200 это разъем. Что нам еще надо? Это мелочевка, можно не считать. Короче, жесткий диск нам нужен. Жесткий диск где-то стоит 3500, 3600. Ну, скажем, 3600. Это у нас 1 терабайтник будет. ВДшка какая-нибудь. Примерно она столько стоит. Ну вот. И монитор нам нужен. Если монитора нет, ну лучше новый купить, правильно? Монитор 5000 можно купить новый с магазина. Ну и кабель. Кабель зависит уже от расстояния. Я не буду его считать. Ну, что там его считать? Ну, от 1,5 до 2, допустим, камеры, да, допустим. Если у нас территория такая, где-то там соток 8, уйдет, наверное. Так, ну так чисто напишем 1500 кабелей. Ну вот тебе и комплект выходит, получается. 5500. Плюс 8250. Плюс 1400. Это у нас еще одна камера внутренняя. И плюс блок питания 1200. Плюс 200 рублей разъемы. И плюс получается 1500 кабель. Вот, 18 тысяч 50 рублей. Это чисто комплект 4-канальный получается. Ребята, я не считаю, то есть монтажные элементы, саморезы. Это все как бы иногда входит в стоимость монтажа. Иногда я говорю просто купить. Если я стараюсь сделать подешевле монтаж, я говорю купить. Это все надо самим. Либо дайте мне деньги, я куплю. Потому что эта мелочевка, она тоже мелочь, а каждый саморезик, он стоит денег, и как бы даже ту же самую изоленту я плохую не покупаю, использую довольно-таки качественную изоленту, вот. Но она тоже полтинник стоит, рулончик этот, а он уходит в лед, вот как бы так. Это я по деньгам. Ну я, короче, не буду сейчас стоимость монтажа говорить. Вот, комплект 18 1050 рублей. Это чисто камеры, регистратор, жесткий диск, монитор. Вот. Ну-ка еще раз. Что-то я просчитался, по-моему, что-то где-то. Да, я не учел монитор, он у меня 5000 стоит. Значит, комплект стоит 23 750 рублей. Вот. Соответственно, там, если вы внутри помещения ставите, хотите себе сделать, соответственно, красиво, обязательно надо ставить распаечные коробки над каждой камерой. Каждая распаечная коробка это 80 рублей. От 80 до 120 они стоят у нас в электроопте, в магазинах, в этих всех. Вот. А она нужна обязательно. Потому что вот это, если сэкономить на этой хренотени, то вы потом просто будете зимой бегать, там, я не знаю, у вас все камеры при первом дожде сломаются. Влажность, сырость, все это как бы влияет. И изолентой вы как бы никак не предотвратите попадание влаги туда. Наоборот, оно еще хуже будет.
Хорошо, конечно, когда вот изолентой изолируешь, и потом еще в коробочку его прячешь. Вот тогда нормально. А вот если просто изолентой без коробки распаечной, это уже все, извиняйте. Так что вот такие дела. Это мы посчитали комплект на RY. Значит, дальше что мы будем смотреть, получается? Давайте посмотрим, сколько стоит навикамовский комплект. Навикамовский комплект, 4-портовый регистратор, допустим. Сейчас посмотрим. Ну, скажем, HD регистратор сейчас выберем. Самый дешевенький какой-нибудь. Давай, грузись. Вот, 0,4 AR1104, да, моделька. Цена егошняя 3718. Видите, насколько дешевле можно выкрутиться с навикамом? Как бы так. Ну, считаем 3718 рублей. Так, дальше что у нас? Выбираем HD какую-нибудь для него видеокамеру. Вот, внутренний AC19VX. Есть камера 3835 стоит она у нас. Но вот камера дорогая. Камера уже дороже. Ну, можно что-нибудь подешевле найти. Вот за 1651. Сколько она у нас пикселей получается? 750R. Ну вот есть за 2808. Матрица 1.4. Так. А во! Хорошая камера, Навикам AC23W. Вот она нам как раз, она, по-моему, 2-мегапиксельная идет. Да, она двушка. Вот, то же самое, что и Навикам, что и RY, то есть, вот такой же комплект. 1729 она стоит, намного уже подешевле получается. Ну это вот, скажем, 3 камеры таких возьмем, и одну нам внутреннюю же надо, правильно? Внутряшку можно поставить за 1781. То же самое. AC22W. Тоже 2-пиксельная. Ну вот и считаем. Значит, блок питания у нас остается тот же самый за 1200. Разъемы BNC-шки у нас. Жесткий диск тоже 3600 будет. И монитор 5000, да? Но у нас регистратор уже дешевле и видеокамеры. Значит, 3718 плюс 1729 умножаем на 3, равняется, и плюс 1781. 6968 это камера. 3718 плюс 6968 плюс 1200 блок питания плюс 3600 жесткий диск плюс 5000 монитор. Ну плюс 200 рублей эти BNC разъемы. И кабель 1,5. Все. 22 186 рублей. Ну, немножко экономим. Вот. Немножко сэкономили. А конкретнее, если сэкономили мы 23 750
Минус 22 186 равняется. 1500 мы дешевле взяли комплект с навикамом, чем RY. Ну, как бы так. Ну, на сегодня, наверное, как бы видео больше снимать не буду. Пока вот такого формата видео, как бы. Что скажете, комментируйте. Нравятся вам как бы такие расчеты. Дальше будем считать и IP видеокамеры. Тоже получается IP комплекты подбирать. Может быть, даже я буду, как сказать, моделировать какие-то ситуации там с, ну скажем, примерно, приблизительно такие объекты брать, какие я уже делал, и буду об них рассказывать конкретно. Может, фотографии даже буду показывать в видео своих обращениях, видео там, как я как бы монтировал что и сколько примерно стоит такая установка. Вот. Так что вот такие дела. Всем пока. Так, ребята, всем привет. Вот, всем моим подписчикам. Ну и как бы, в общем, начал